Снова с вами я. Вот как обещал, это ночной гейминг. Потому что раз у меня не получилось эту сторону заснять. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы вы поняли. Вот наш дом сзади. Якова Потапова 6. Это ограда 6/1. Немножко все поменялось. Сейчас покажу место, где раньше был наш клуб по фамилии Читинг. Наверное, многие из наших там занимались спортом. На данный момент, конечно, его уже нету, все снесли. А вот это здесь пустырь сейчас, это где раньше был дом Светы Карих, где она жила. Емелинская 4, по-моему, если не ошибаюсь. Тут был пожар, там полдома сгорело, и потом в оконцовке его все-таки снесли. И сейчас вот такой пустырь. Так, ну а вот это тоже гаражи по улице Гемеинская. Иду в сторону детского сада. Детский садик, наверное, все помнят, где тусили. Ой-ой-ой, рука замерзает. Ну вот здесь раньше этот дом стоял. Нету, конечно. Так, а вот, ну вот тут получается, кто помнит, это вот проход к гидромедслужбе. А слева тут стоял клуб. Ну, сейчас его нету. Горожане загородили. То есть вот так вот. Ну, вот детский сад. Тут. А вот это наш знаменитый переход на водоколонку под теплотрассой. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас включил лампочка. Ну, короче, вот видите, какой пустырь сейчас стал. Так, ну на сегодня все. Блин, постараюсь все-таки завтра добраться до Широких Полянский и Чайковского. Всем пока. С вами был оператор Гуликус. Ну, в общем, вот он гейминг днем. Вот теплотрасса, по которой мы когда-то бегали. Сейчас покажу пустырь, где раньше стоял клуб. Там гаражи. Вот тут все заросло деревьями. На этом месте стоял раньше клуб Читинг. Опять я. Тут немножко прервался, потому что люди косо на меня смотрят. Ну это, короче, как объяснить, правая сторона Якова Потапова. Тут Якова Потапова нечетная. Магазин Катюша и так далее. С правой стороны был пивник. А это наш знаменитый магазин Елочка. Вот куда я сейчас и направляюсь в данный момент. Это площадь перед ним. А вот там ближница Исхара Кеша Алексеева. Это Дима Марков, брат. Собирает гараж Наташа. Вот так вот суровые парни из Якутии ездят на машинах зимой. Снова с вами я. Ну вот, Аня, как я тебе и обещал. Ну вот этот, о, блин, что-то тут непонятно. У тебя там и милиция стоит, и скорая помощь в ограде твоей. Ну вот это твой дом. Не знаю, меня сейчас как бы не заарестовали, господа полиционеры. Ну это получается, вот райончик твой весь. Двухэтажки, вот это сейчас сторона Елочки. Все, по этой дороге, наверное, в школу ходила. Ну вот там твой дом. Широких Полянских адрес точно не знаю. Сейчас на 5 всех прервусь буквально. Женя. Вот ограда. Блин, 2 скорых помощи, оказывается, стоят. Реанимация это. Идем в твой подъезд. Вот ограда. Где-то здесь мы Кариба намывали, насколько я помню. На свадьбу на твою. А вот он твой подъезд. Вовремя появился, рука опять околела. Идем с другой стороны. Блин, надеюсь, домофона здесь нету. Домофона нету. Ну, это самый вход.
подъезде, буду потише. О, даже котофеи живут. Ну, вот Ань, твоя квартира, площадка твоя. Так, ладненько, сейчас выйду, еще засниму дом с задней стороны, по-моему, если получится у меня, конечно. О, скоро разъезжается, видимо, все хорошо. Либо не все хорошо. А здесь, как обычно, стоят сашские помойки. Они никуда не делись. Ай. Дико извиняюсь, руку прихватило. Ну вот, ограда с другой стороны. Вот дом. Сейчас попробую, если повезет, все-таки снять еще балкон, не балкон. Окошко, по-моему, твое горит. Блин, тут гаражами все заставлено. Ну вот, немножко там вверху видно. Ну, как-то так. Вот он, наш знаменитый переход под теплотрассу. Вот тогда вечером его видно не было. Сейчас пройду под ним. Ну, пустырь, да, видите? Все поменялось тут немного. Вот оно. Когда-то, помню, пробегал под ним, не наклоняясь. А теперь до самой земли придется. Демин. Это спортзал школы. Отдохи, если кто помнит вот эти. А вот здесь вот, на этом месте, где сейчас дом стоит, раньше был этот, как он называется, березовая рощица. Не знаю, конечно, кто им разрешил. Но люди только взяли и построились. Понимаете, да, где я нахожусь? Ну, здесь раньше была березовая рощица. А так сейчас выглядит улица Гемиинская. Детский сад. И в сторону двухэтажки. Кстати, на Гемиинской один дом снесли. Ну, какой адрес, не знаю, но сейчас покажу. Ну, главное успеть. Самое главное заснять. Вот. Просто снесли один из домов улицы Гемиинская. Да. Пес какой-то на меня лает тут. А это бывшая водокачка, куда мы бегали пить воду. Сейчас покажу ограду, в которой вспоминали, где стояла, как она называется, горка точно, которую водой заливали. Гемиинская 31 ограда. Ну, вот как сейчас она выглядит. Вот так вот. А напротив тут будет дом Дениса Аборина. Так, лишь бы батарейка не замерзла опять раньше времени. Ну вот она. Сейчас покажу водоколонку, с которой, как говорится, воду пили уже мои дети. Вот она сейчас где. Туда дальше. Вот он, дом 29, помните, да, наверное? Старожилы, ребята, пожар какой страшнейший был, когда мы шли на физкультуру. Дом сгорел дотла. Теперь пришел к самому главному, что я хотел показать. Что-то собаки меня сегодня не любят абсолютно. Вот это наша бывшая спортивная площадка. Помните, где у нас физра проходила? Сейчас тут картофельные поля и всякая другая ерунда. Но там раньше... турники стоят еще, по-моему. Да, турники есть. Вот здесь волейбольная площадка была. Как на месте вот этих гребаных картофелеводов, которым похрен, что детям заниматься негде. Вон там здание, где шарик надувает. Мы оттуда карбид воровали. А вот футбольное поле. Ну, футбольное поле осталось, слава богу.
И что-то сохранилось. Вот так сейчас выглядит спортивная площадка на Генеинской. Вот ворота даже стоят. Я, правда, не знаю, играет здесь кто-нибудь, нет, потому что сюда редко хожу. Ну, а тут вот картофельные поля. И, кстати, где-то здесь должен быть дом, в котором раньше жила Наталья Сазонова до переезда в Пятягу. Вот, правда, не знаю, может быть, там где-то. Ну, на сегодня все. С вами был репортер Гуликус. Охранник яблочного базара. Сейчас покажу елочный базар, как у нас. Но сегодня что-то елки не продают, обещали до 16. Мы сказали, будут завтра. О, вот оно, новогоднее счастье. Стоят напиленные. Это лесхоз, короче, ребята. И, кстати, дом Лены Камалиевой. Улица, по-моему, Кеш Алексеев уже и называлась, или Широкий Полянский какой-то. Ну, проезда нет совсем. Впереди свая. Собственники, блин, кулаки хрена, да? А тут, кстати, посмотрите, что построили. Походу, какой-то детский сад, и вот здание, дом. Ну, это все вот здесь вот, короче. В этих ближних Саисарах. Дом скандальный, кстати, довольно-таки. Там проблематично было его запустить, застройщик там что-то вот целый, даже Трутнев,Оспред приезжал тут. Всех показал, вот Лена. Вот как перекинуть вот эту фотку, чтобы меня снимало? Что-то нифига разобраться не могу. Ну, только посредством на дурацкий телефон, оказывается, чтобы переключить, надо выключить записи только потом. Это, короче, вот небольшая прогулка в преддверии похождения по своим неотложным делам. Это я все еще иду в Саисарах. Ну все, всем привет, с вами был, как это называется, Гуликус. Всем пока. Не могу не заснять и не показать. Это еще одна из достопримечательностей Саисар. Туалет типа сортир под буквами М и Ж. 21 век на дворе. Это Якутск, ребята. Вот тут тоже дворы, это Саисары ближние, получается. Это вот Кеша Алексеева там впереди. А как-то так вот. Где-то кто-то здесь из наших тоже жил, ребят, по-моему. Вот этот дом не знаю, какой номер. А вот здесь один сгорел на перекрестке Широких Полянских. Сейчас иду, выдвигаюсь к дому Резиды. Резида, жди. Сейчас появится видео тоже. Резида, это для тебя, это улица Лонгинова. Вот эта улица Кеша Алексеева. Первая школа ваша, ребята, кстати. Совершенно про нее забыл. Сейчас это вечерка. Ну, здесь каменушки, я не знаю, наверное, были еще тогда построены. Ну, двигаясь в сторону твоего дома по улице Лонгинова. Ну, частные дома тут со всех сторон. Окружение. Так, по-моему, вот она общага, она же первая должна стоять. Сейчас ходим. Посмотрим, эти гопари саисарские, как бы сейчас телефон не отмели, не уходят от меня. Короче, улица Лонгинова. Кстати, много домов здесь посносили уже. Это Саисары дальние. Это получается район школы глухонемых. Ныне школа номер 20. Средняя. Вот тут раньше поля же были, все вот это. Когда-то давным-давно все застроили. Так. Ну вот, вроде выхожу на финишную прямую. Да. Вот он, этот дом. Вот эта улица, вот этот дом. Ну и, короче, и так далее. Все, наверное, помнят эту старую песню Лонгинова. 30, вон на дробь 2. Точно. Все правильно, я вышел. Ну вот Резида, вот ограда. Не знаю, тут она мало чего изменилось. Слушай, вот, честно говоря, я не помню даже этаж, на ком-то жила. Блин.
Ну, сейчас попробую зайти в подъезд. Опять же, в подъезде буду говорить тихо, поэтому напрягайте уши. Всем добрый день. С вами снова псевдожурналист Гуликус. Хочу показать вам, во что превратилась улица Губина. Прямо шикарнейшие сделали, честно говоря. Тротуары асфальтированные, асфальт классный. Разгрузили немножко улицу Дзержинского. Ну и на данный момент сейчас я подойду к памятнику, имени которого названа эта улица. Это Володя Губин, который ценой своей жизни спас детей, а сам утонул в озере. И отправлю фотографию. Ну, пока посмотрите то, что здесь. Ну, двухэтажки еще остались, ну, потихонечку сносят. Тут скоро будет элитный район. Ну они как, они не то что совета просили, совет, они... Скажи привет. Привет. Что было делать и как нужно было, да? Ну, что-то вот, дети были. Сейчас сегодня не было. Ну так он же не вместе. Он не работает. Ну, может быть, этот. Может быть, у него закончился. Я потому что Таня рядом, я иду. Была возможность точно. Мы когда встречались в октябре, он что-то хотел, еще 25 лет прошло. Да чё вы, блин? Началось. Вроде я так. Таня, да, одна же. Ну зато Влад не один. Почему она одна? По-любому кто-нибудь есть.